Обычно в раздел обязательных иностранных языков входит английский или немецкий, но максимум французский. В лицее номер 160 решили поменять стереотипы. У жителей Башкортостана растет интерес к итальянскому языку и культуре. Детская информационная служба ГР новостей тоже решила приобщиться к модным трендам в образовании. И мы на уроке итальянского языка в лицее номер 160. Проходит он примерно так же, как и любой другой урок иностранного языка. Слушайтесь, как непривычно и красиво звучит язык, на котором говорил выдающийся художник Микеланджело и астроном и физик Галилео Галилей. Giusto, bravo. Maria, oggi è giovedì e domani? Domani è venerdì. Giusto, bravo. Для того, чтобы запустить программу преподавания итальянского языка на уровне в лицей номер 160, приезжал даже руководитель отдела образования Генерального консульства Италии в Москве Джузеппе Лопорте. И все получилось как нельзя хорошо. Сложен ли итальянский язык по сравнению с русским, с английским? Ну, думаю, итальянский язык, он как бы и не сложный, и не легкий, он как бы посередине, но он не такой, как русский, и не такой, как английский. Чем он отличается от этих языков? Ну, от языков отличается тем, что вот, во-первых, разные слова, ну это логично, и вот у них разное произношение, язык более такой твердый. Здесь, в лицее 160, впервые в истории республики в этом учебном году в школьную программу включен итальянский язык. Сейчас в качестве второго иностранного его изучает 35 учеников 5 класса. В лицее есть набор словарей, книг и настольных игр для школьной библиотеки. Все они прямиком из Италии, а ученики туда только собираются. Как тебе изучается итальянский язык? Итальянский язык мне очень нравится. Итальянский язык, он такой мягкий язык, в отличие от немецкого. Он интересный, мне его нравится изучать. Жалко, что он один раз в неделю. Что самое сложное в итальянском языке? Ну, наверное, грамматика. Куда ударение ставится, как изучать. Но тяжелые моменты есть, но они пока не совсем настали. Как ты думаешь, почему в этой школе изучается итальянский язык? Чтобы путешествовать, изучать. Узнать, какая грамматика у итальянцев, как они разговаривают, какие у них слова. Обучение итальянскому языку в Уфе проходит около 300 человек в год, пока в частном порядке, без поддержки государства. Интерес же к этому языку и к этой стране в целом растет с каждым годом. В вузах республики в качестве второго иностранного языка итальянского пока нет. Так что ученики лицея номер 160 впереди планеты всей. Говорят, чем больше знать иностранных языков, тем активнее твой мозг. Как вы думаете, внесут ли эту систему в другие школы Башкортостана? В 2020 году узнаем. Сремьянова Азалия, Артур Прибаев, специально для ГР новостей.